Доброе утро всем тем, кто открывает глаза и встречает наступивший день вместе с нами уже всю неделю почти что. Ну, почему почти что? Потому что сегодня четверг уже, да, и до выходных рукой подать, и неделя почти заканчивается. А если быть точнее, удостоверюсь, 19 февраля на календаре, большая часть этого месяца прошла. Утро Якутии в эфире, Якутия-24, телеканал ваш любимый, и в студии Вероника Тантосова. И Павел Танин. Ну, неделя для кого-то, может быть, шестидневная, для кого-то вообще семидневная, поэтому желаем всем, чтобы в любом случае ваша рабочая неделя была удачной, успешной, потому что она почти завершает этот месяц. Совсем немножко осталось до весны, да, календарной, по крайней мере, весны. Февраль заканчивается. И, кстати, сегодня у нас особенная возможность поднять вам настроение. Да, потому что ближе к концу нашего эфира мы хотим с вами немножко поиграть, а по результатам этой игры кто-то что-то хорошее, приятное обязательно получит. Но для того, чтобы подготовиться к этому процессу, нужно подписаться на наш телеграм-канал. Да, это прям обязательное условие для того, чтобы что-то вот это хорошее получить. Ну, а мы не будем сильно тянуть, потому что мы весь февраль, наверное, сидим в предвкушении, что сегодня за окном, потому что погода имеет свойство вот так шевелиться в течение всего дня. Поэтому давайте узнаем, чего ожидать сегодня. Итак, о погоде. В центральных районах сегодня 32-40 ниже 0, в Заречной группе 35-45 со знаком минус. В южных минус 14, минус 21, в Вилюйской группе 31-34 мороза у нас, в Нижнеленских 30-42 градуса ниже 0, в западных минус 17, минус 27, а в Колымо-Дигирской группе улусов 37-46 градусов холода. В Янских 46-51 мороза, на северо-западе минус 35, минус 42 градуса. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 35 градусов ниже 0, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, ветер 1 метр в секунду северный. Сегодня днем в столице небольшой снег, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду, но температура хорошая, минус 25, минус 27 градусов. Действительно такая весенняя погода, и в целом весна пытается быть все ближе и ближе к нам, мы пытаемся быть ближе к ней. Соответственно, и немножко осталось до того, когда можно будет просыпаться утром и не смотреть в окно, а есть сегодня туман или нет этого тумана. Ну, совсем немножко до этого досталось. Давайте на финишное прямое завершение морозных дней. Ну, а прямо сейчас еще узнаем, что-нибудь подымет нам из новостей или настроения. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. В Госдуме высказались за пропаганду многодетности. Участники круглого стола пришли к выводу, что публичное и культурное пространство следует наполнять образами счастливых и желательно многодетных семей. Депутаты, чиновники и эксперты сошлись во мнении, что без идеологической поддержки демографические усилия властей могут не дать результатов. Так заявлено, что почти для трети россиян современный экранный образ матери – это уставшая и перегруженная обязанностями женщина. Еще менее привлекательно на экране предстают отцы. Обычно это образ мужчины, отстраненного от семейной жизни, либо покинувшего семью, либо неуклюжего и некомпетентного. И только 6% описали образ отца в медиа как заботливого, участвующего в воспитании мужчину. В мессенджере Макс появилась функция записи к врачу через чат-бот. Его можно найти в поисковике, написав «запись на прием к врачу» или пройдя по QR-коду. После запуска чат-бота в Максе необходимо будет внести СНИЛС и дату рождения, после выбрать врача, свободную дату и время приема. Кроме того, есть возможность пройти онлайн-консультацию, решив неотложные вопросы за пару минут. Можно оформить телемедицинскую консультацию онлайн даже если пациент находится, допустим, не по месту жительства, не в том районе, города, где он находится, а в центре города. Допустим, мы обслуживаем Гагаринский округ, Мархинский микрорайон и север города. Поэтому пациент, если переехал куда-нибудь временно к родственникам, он может всегда подключиться к своему врачу по телемедицинской консультации. Пациент должен настроить свой телефон так, чтобы не было ограничений на входящие звонки, допустим, с незнакомых контактов. А также должна быть камера работающая, микрофон также должен работать хорошо.
Акция «Улицы в лицах» стартовала в российских регионах. В рамках акции активисты проводят классные часы и встречи в школах, раздают информационные открытки, организуют квесты, викторины, выставки, патриотические концерты и экскурсии. По данным организаторов, в 2025 году проект охватил 89 регионов России. В акции приняли участие более 20 тысяч организаторов и свыше 5 миллионов человек. Проект продолжает развиваться и помогает молодежи лучше узнать историю своей страны, формируя уважение к подвигам прошлых поколений и чувство ответственности за будущее Родины. Военное образование в Якутии отмечает столетие. Отсчет истории ведется с 1926 года, когда в республике были созданы первые структуры по подготовке и обучению младших командиров и красноармейцев запаса. На сегодняшний день ведется усиленная работа по сохранению истории военного образования республики. Архивисты и исследователи из года в год находят имена и документы первых выпускников Национального военного центра и тех, кто стоял на защите Родины в разные исторические периоды. У нас документы Якутской национальной военной школы, они рассредоточены по нескольким фондам и представляют собой целый пласт богатейшей нашей истории, касаемого военного обучения. И вот говорят, что 900 человек, да, выпускников было. А, конечно, среди них было очень много выдающихся личностей, принимавших участие во многих военных кампаниях, да, тогдашней нашего Советского Союза. Ну вот, Да, замечательные новости в целом, да? хорошие, неплохие. Особенно пропаганда. Мне кажется, вот то, что есть определенные веяния о том, что нужно пропагандировать воспитание, семью, очень хорошее начало. Да, ну и патриотическое воспитание – основа, мне кажется, любого государства, ну, воспитание подрастающего поколения в первую очередь, конечно же, потому что, ну, как бы нужно любить свою страну в любом случае. Ну, а мы перейдем к другим немножко новостям, мировым, но про доброе, вечное и умилительное. Обезьянка по кличке Панч стала в эти дни настоящей звездой соцсетей. Видео и фото, на которых маленькое животное все время держит рядом с собой любимую игрушку, плюшевого орангутана, умилило многих. Панч родился летом 2025 года в зоопарке города Итикава в Японии. Но мать отказалась от него, поэтому сотрудникам пришлось самим ухаживать за малышом и выкармливать. Ему дали одеяло и мягкие игрушки. И именно плюшевый орангутанг стал для него самым близким другом. На видео, снятом якутянкой Видой Ефремовой, видно, как Панч носит любимую игрушку повсюду с собой. Как пишут СМИ, Панч постепенно начинает осваиваться и делает первые шаги к коммуникации, и даже подружился с одной из взрослых обезьян, но все равно старается не расставаться со своей игрушкой. Вообще, в целом, много у нас событий и вот таких историй, связанных с животными за последнее время. Только в этом году можно вспомнить пингвина, который отбился от стаи и решил пойти в горы своим путем, показав, так сказать, что он мыслит иначе, скажем так. Вот недавно, ну это больше мем, да, в интернет-пространстве стал про петуха в какой-то испаноязычной стране, не знаю точно в какой, может быть даже и не новое видео, что-то старое, там во время наводнения уплывает мужчина, видимо, его спасают, а петух посреди всего этого потопа на каком-то дереве стоит один, и и ему кричат: «Уилсон, прости». Вот, а ты что думаешь вот конкретно про Панча, про вот эту новую звезду? Ну, я считаю, что всегда умилительно, конечно, смотреть на маленьких животных, там все любим котят, щенят. Ну, самое главное, что в этом всем, что люди стараются, то есть очень трепетно сейчас относятся к природе, пусть даже в рамках зоопарка, да, и стараются сохранить каждого индивида, это очень классно, потому что чем добрее мы к окружающим, это говорит о том, что мы развиваемся, тоже мы развиваем свои внутренние душевные качества, и умилительные видео говорят о том, что это что-то такое доброе, вечное, хорошее, и пример для подражания тоже детям. Мне кажется, еще немножко влияет тот фактор именно с Панчем, что все-таки у обезьян, у приматов как бы мордочка, она вот чем-то человеческое все равно напоминает. То есть глаза примерно такие же, да, вот нос, рот и так далее, и мы как будто на настоящего ребятенка какого-то смотрим, и нас это, конечно же, трогает. Но, тем не менее, впереди целый день. Чтобы он прошел продуктивно, нужно с самого утра настроить тело на нужный лад. И наша утренняя зарядка – это не просто разминка, а настоящий запуск
всех систем. Кровообращение улучшается, мышцы просыпаются, а в крови вырабатываются эндорфины, те самые гормоны счастья, которые делают утро добрым. Всего несколько минут, и вы почувствуете, как тело наполняется легкостью, а мысли становятся яснее. Присоединяйтесь к нашему инструктору и начните день с правильного ритма. Всем доброе утро! Просыпаемся и начинаем заниматься активной йогой вместе с нами. Первое упражнение. Встаем на коврик или на пол. Поднимаем одну ножку вверх, вдох. С выдохом поднимаем ручки вверх и отводим ножку через сторону назад. Вытягиваемся ручками вперед. Вдох. И с выдохом подтягиваете правое колено к себе, а руки к ушам. Выдох. И вдох. И выдох. И то же самое сделаем на другую сторону. Следующее упражнение. Разворачиваем правую ножку, ставим шире ножки наши. Одна нога смотрит вперед, стопа разворачивается, а вторая в сторону. Это у нас вдох. С выдохом вы опускаетесь правой ручкой чуть ниже колена, либо на колено. И вытягиваете левую руку к потолку. Разворачиваете плечо назад и за макушкой вытягиваетесь и дышите. Вдох. С выдохом возвращаетесь по центру. И разворачиваете теперь левую ногу в сторону, а правая ножка смотрит прямо. За прямой спинкой и за макушкой наклоняемся к левой ноге, укладываем руку на колено или чуть ниже и поднимаем руку вверх. Вдох, дышим, выдох и вдох. Возвращаемся по центру. Следующее упражнение. Подходим чуть ближе к краю коврика. Правая ножка остается, а левой ножкой активно отшагиваем назад. Таз подкручиваем вперед и руки поднимаем вверх. Вдох. С выдохом опускаем вниз и опускаем руки на пол. Меняем положение ног через планочку. Вдох. И с выдохом подшагиваете левой ножкой вперед. И из этого же положения поднимаете ручки вверх. Вдох. И таз подкручиваете вперед. Выдох. Отталкиваетесь ножкой таким образом, чтобы вытянуться позвоночником вверх. Вдох. И опускаете руки вниз. Подшагиваете ножкой. И последнее упражнение. Становимся в позу стола. Запястье под локтевым, локоть под плечевым суставом, колени под тазобедренным. И начинаем. Поднимаем одну ножку назад, вытягиваем, активно включаем ягодицы и бедра. И поднимаем противоположную ручку, вытягивая ее вперед. За макушку тоже вытягиваемся вперед. Вдох. И с выдохом начинаем соединять. Правый локоть, левое колено. Вдох. Выдох. И вдох, выдох, и вдох, и выдох. Затем меняем стороны. Вытягиваем сначала левую руку и правую ножку. Вдох, за макушку вытягиваемся. Выдох, соединяем локоть и колено. Вдох, и выдох, и вдох. И выдох. 3 раз достаточно на одну и на другую сторону. Тело разбудили, мышцы привели в тонус. Отличная привычка вообще так по утрам делать. Но есть вещи, о которых важно знать не только снаружи, но и изнутри. Особенно, когда речь заходит о мужском здоровье, теме, о которой часто молчат, но говорить об этом необходимо. Наши мужчины – настоящие герои. В прошлом добывали мамонтов, возводили стройки века. Но вот сходить к врачу просто так для многих до сих пор
непростое решение. А здоровье не терпит пренебрежения. И сегодня мы поговорим о том, как сохранить бодрость духа и тела на долгие годы, когда стоит насторожиться и обратиться к врачу, а когда можно спокойно продолжать привычный образ жизни. На наши вопросы отвечает Михаил Амосов, врач-уролог отделения вспомогательных репродуктивных технологий Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Конечно, хочется начать с вопроса, с какого возраста юноши впервые стоит посетить уролога? Ну, наверное, юноша впервые сталкивается с урологом после школы. В осмотре в военкомате есть специальный уролог, у которого глобально, цель, наверное, одна — выявить имеющиеся патологии урологии, по урологии, которые необходимо лечить или направить к специалисту для обследования. В дальнейшем, если мужчины не беспокоит ничего, желательно обращаться к урологу ближе к 40 годам, чтобы пройти обследование, так как все мужчины после 40 должны ежегодно посещать уролога для профилактики заболеваний большинства. То есть, если ничего не беспокоит мальчика до 18 лет, в общем-то, посещение не обязательно, достаточно педиатра. Да, если у мальчика нет никаких жалоб со стороны урологических систем, то да, нет никаких, скажем так, показаний именно направить его к урологу. Ну и аналогично, как я понял, вот после школы осмотр провели, если к 40 годам пока ничего не беспокоит, то есть до 40 лет можно повременить с посещением каким-то регулярным, именно на регулярной основе. Да, именно регулярно посещать врача большого смысла нет до 40 лет, если все хорошо. Но не будет лишним, конечно, все-таки до 40 лет хотя бы один раз посетить врача-уролога, на всякий случай, потому что большинство заболеваний, урологических, как и других, на первых стадиях не дают больших симптомов клинических. А вот говоря про то, на что стоит обращать внимание, да, какие тревожные симптомы являются таким маркером, да, что нужно записаться все-таки к врачу и пойти, какие-то так называемые красные флаги, по которым стоит ориентироваться? Тревожные симптомы в урологии зачастую это наличие острой боли какой-нибудь, либо проблемы с мочеиспусканием возникающие, примесь крови в моче, вейкуляте, и, например, проблемы, возникающие при невозможности достичь беременности. Тогда, конечно, стоит обратиться к специалисту, независимо от возраста. Многие мужчины на севере трудятся в сложных природных условиях, да, вообще в сложных условиях. И порой 40 чувствуют себя на 60. Да? Действительно ли возрастное угасание неизбежно? И есть ли какие-то способы, чтобы ощущать себя на 40 и в 60 лет? Действительно, возрастное угасание неизбежно, но в наших силах его замедлить. Потому что самоощущение мужчины по большей части состоит из гормонального фона, на который мы можем повлиять. И поэтому, если мужчина чувствует себя преждевременно стареющим, у него мало сил, он не высыпается, тогда ему стоит посетить уролога, проверить уровень гормонов, и врач сможет определить причину и лечение, и тем самым улучшить его самоощущение, чувствовать себя моложе, сильнее, активнее в этой жизни. Вот мы сказали про север, да, что и сложные условия, то есть внешние факторы, которые мы видим, которые понимаем, но существуют же и, наверное, какие-то скрытые такие, неочевидные, может быть, вещи, которые также негативно влияют на здоровье. Скрытые негативные зачастую это работа, тяжелые условия работы, недосыпание, хроническая усталость. Все это имеет, к сожалению, накопительный эффект, так называемый. То есть синдром усталости, он в дальнейшем переходит на гормональную, скажем так, систему, и тем самым снижает уровень тестостерона у мужчин. А как с этим, с усталостью, стрессом, в конце концов, как их последствия минимизировать, может быть? Тут в зависимости от жизни каждого, то есть регулярно заниматься спортом, правильное питание, совместная, скажем так, брачная жизнь, это все стимулирует улучшение гормонального фона и, соответственно, улучшение ощущений. А есть ли какие-то универсальные тесты или анализы, которые мужчине лучше давать регулярно, или какой-то чекап, который в зависимости от возраста стоит, тот или набор средств, да, может быть, посещение врача, да, нерегулярное, но хотя бы раз в несколько лет какого-то еще помимо уролога, или сдача анализов определенных каждый период? Чекап на мужчину, черты основные два чекапа. Первый — это 16-20 лет. Надо будет проверить мальчика на наличие возможных заболеваний урологических, которые в дальнейшем могут сыграть какую-то негативную, скажем так, роль. Да. И второй чекап возраст — это 40 лет. То есть все мужчины от 40 лет и старше должны ежегодно посещать уролога, независимо уже от наличия или отсутствия жалоб.
чтобы своевременно диагностировать большинство языческих заболеваний. Но и люди, которые знают, что болеют, имеют урологические заболевания, должны все равно ежегодно посещать уролога. Даже если все хорошо, даже если жалоб нет никаких, ничего не беспокоит, все равно каждый год приходить. Вот мы затронули сложные условия труда, которые как негативный фактор, да, фактор негативно влияющий на здоровье. А как вообще в целом сказываются даже не то, что труда условия, а вот само по себе наши вот перепады температуры такие, вот прям вот мы даже вот в эти дни живем, у нас утром вот так, днем уже вот так. Сам по себе холод такой, то есть, ну, может быть, даже что-то хорошее в этом есть, или все-таки это тоже негативные вещи, которые сильно влияют? Ну, к сожалению, холод всегда несет негативные последствия для урологических органов. Потому что из-за сильных морозов, из-за того, что мы вынуждены греть машины в условиях низких температур, большинство мужчин имеют проблемы с простатой. Больше, чем в других регионах, наверное, России. Поэтому с такими заболеваниями мы сталкиваемся чаще, чем другие урологи в других регионах. К сожалению, это... Холод на нас очень сильно влияет. Наш холод, с которым мы всю жизнь живем, а он вот так вот нам... Ну, Михаил, спасибо за эту беседу профилактическую, мне кажется, даже в любом случае, потому что, ну, да, действительно, вот правильно. В повседневной жизни вы, к сожалению, не заботитесь о своем здоровье. Мы, да, пойти к врачу, это у нас есть ровно две болезни. Та, которая уже не лечится или сама пройдет. Такого быть не должно, дорогие мужчины. А женщины тоже за своими мужчинами следите. Да, их нужно иногда подтолкнуть к этому важному шагу, сходить к доктору. Ну а вам успехов в вашей работе. Спасибо. Здоровье тема многогранная, помощь и забота порой нужна тем, кто живет рядом с нами, но не может сказать, где у него болит. Сегодня в рубрике «Выбор профессии» знакомимся с теми, кто посвятил себя лечению братьев наших меньших, с ветеринарами. Люди этой профессии умеют понимать без слов, чувствовать без объяснений и спасать тех, кто дорог миллионам семей. Как устроена работа ветеринара? С самыми вызовами приходится сталкиваться каждый день. И почему в этой профессии особенно важны не только знания, но и особый склад характера? Доброе утро, здравствуйте. Меня зовут Олег Викторович Борщевский. Я ветеринарный врач. В свою профессию я пришел достаточно давно, прошло уже четверть века. Работаю практическим ветеринарным врачом, хирургом, травматологом, врачом визуальной диагностики ультразвуковой. Я захотел попасть и стать ветеринарным врачом, потому что у меня старшие братья ветеринарные врачи. Меня это заинтересовало, и после окончания школы я пошел учиться в нашу сельхозакадемию. Профессия очень тяжелая, но очень-очень занимательная. У нас очень интересная профессия. Каждый пациент – это своеобразный индивид со своим характером. Очень много можно узнать о поведении домашних животных, и не только домашних, но и диких. Рабочий день ветеринарного врача, он начинается с приготовления своего рабочего места и с пациентов, которые находятся в стационаре. Значит, делается обход ежедневный, собирается, опять же, анамнез тех, которые болели, как болели, чем болели. Ну, вообще рабочий день начинается с того, что начинается изучение истории болезни. И потом уже непосредственно осмотр пациента. Самая главная сложность, когда пациент ничего тебе не рассказывает. Это раз. А во-вторых, когда тебе владелец этого пациента тоже ничего не рассказывает. При этом что-то врач ветеринарный должен предпринять, чтобы пациенту стало легче. Вот это самая большая сложность в работе. Каждый, будь то кошечка домашняя, которая ластится, идет в руки дома, она может здесь превратиться в очень свирепого зверя. Пациент может укусить, ты не должен проявлять в сторону него агрессию какую-либо. Он просто боится. Он не в своем доме, он пришел на прием все же к врачу. Но затрата своего времени компенсируется результатом профессии. Это выздоровление пациента, которое приносит очень большую радость врачу. Желаю всем своим пациентам, будущим или нынешним, быть всегда здоровыми, приходить только на профилактические мероприятия. А владельцам животных желаю получать огромную радость, которую они нам доставляют. Забота о братьях наших меньших объединяет людей самых разных профессий. Одни лечат наших домашних питомцев, другие наблюдают за тем, кто свободен и живет по своим природным законам.
Сегодня как раз день тех, кто изучает пернатых, день орнитолога, профессионалов, которые разбираются в птицах, их привычках, маршрутах, перелетах и даже языках. 19 февраля 1983 года было создано Всесоюзное орнитологическое общество. С тех пор у специалистов по пернатым есть свой официальный праздник. Ну, о других памятных датах сегодняшнего дня узнаем далее. На календаре 19 февраля. Сегодня отмечают Всемирный день защиты морских млекопитающих, День орнитолога в России. По народному календарю вукол телятник, жуколы. Считалось, что с этого дня начинают появляться на свет телята. Говорили, что мороз в этот день обещает бурную весну, сухое и жаркое лето. Этот день в истории. 19 февраля 1855 года считается днем рождения синаптической карты. Начало эры аудиозаписи. Томас Эдисон в этот день получил патент на фонограф. В 1918 году в этот день начался ледовый поход Балтийского флота. В 1921 году вышел первый номер газеты «Труд». В 1938 году, 19 февраля, закончила работу первая в мире дрейфующая научная станция «Северный полюс-1». А в 1990 году в этот день появился на свет графический редактор Photoshop. В этот день родились Николай Коперник, польский астроном, математик, автор гелиоцентрической системы мира; Никифор Бегичев, мореход, землепроходец, исследователь русского севера; Алла Ларионова, советская актриса театра и кино; Эльза Леждей, советская актриса, заслуженная артистка РСФСР; Юрий Антонов, советский российский певец, композитор, поэт, народный артист России. Именины сегодня у Александра, Анатолия, Арсения, Василия, Дмитрия, Ивана, Кристины, Максима, Марии, Марфы, Севастьяна и Юлиана. А сейчас на пару секунд вернемся к орнитологии. Благодаря их исследованиям известно, что птицы передают знания птенцам через инстинкты и пример. А в мире людей эта функция закреплена за теми, кто выбрал одну из самых ответственных профессий – учить и воспитывать. И сегодня в рубрике «Спроси учителя» у нас вновь в гостях педагог, готовый ответить на вопросы, которые волнуют школьников. А вы задумывались, на сколько баллов вы бы сегодня написали ЕГЭ по математике? Если бы вашим наставником был бы Илья Гаврилевич, пожалуй, вы бы экзамен написали на 100 баллов или очень даже близко. Друзья, всем здравствуйте! Я Валентина Варламова, а это проект «Спроси учителя», где школьники задают вопрос, а у эксперта всего 60 секунд на ответ. Илья Гаврилевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы так гордимся и вдохновляемся тем, как вы искусно обрамляете наши юные алмазы. И мы сегодня к вам постучались с вопросами. Здравствуйте, меня зовут Яковлев Нергун. Я ученик 3 класса Бердыгостяльской средней школы имени Семена Петровича Данилова, горного Улуса. Скажите, пожалуйста, откуда в мире чисел, буквы? Кто их добавил в математику? Как известно, древние математики, Пифагор, древнегреческие математики использовали тоже, наверное, цифры, но буквы, но официально считается, что первым добавил Франсуа Виет. Это французский математик, а потом его улучшил, добавил Рене Декарт. Ну, вы, наверное, знаете, что такое декартовые координаты. Вот теорема Виета про корни квадратного трехчлена. Вот они официально считается, что они изобрели буквы, ввели букву математику. Здравствуйте, меня зовут Ефимов Антон. Я ученик 10 А класса Политехнического лицея города Мирный. Зачем нас просят доказать, что нарисованный в учебнике квадрат – это квадрат? Ну, наверное, потому что математика точная наука. Вот нарисованный квадрат. Ну, как вы все знаете, у квадрата все стороны равны. И можете измерить проверить равенство сторон. Ну и плюс тому это должен быть прямоугольником. То есть надо измерить диагонали этого прямоугольника, чтобы они были равны. Тогда это будет прямоугольником и с равными сторонами, то есть
квадратом. Здравствуйте, меня зовут Милана Васильева, ученица 5 класса Алтайской средней школы Амгинского улуса. Как вы считаете, математика – это правило или игра воображения? Ну, математика основывается, конечно, на аксиомах, на правилах всяких, но при дальнейшем изучении, вот при развитии математики очень бывает воображение. Нужно бывает воображение, ну, например, стереометрические задачи без воображения решать бывает очень трудно, ну и всякие даже численные задачи нужно использовать некоторое воображение. Дети, я вам желаю изучать математику, ну и как всякой науке, изучение – это большая работа, и надо научить себя учиться. То есть, как говорили, учиться, а надо учиться. То есть, как вы, это значит вести конспекты, работа с учебниками, с интернет-материалами. Все это даст великую вам подмогу. Также, друзья, подписывайтесь на наши соцсети, чтобы быть в ритме образования Якутии. Ну, школа дает знания, но развитие не заканчивается за партой. Есть места, где молодежь может пробовать ошибаться, творить и находить себя уже без оценок и домашних заданий. В Нерюнге таким местом стал обновленный молодежный центр. Пространство, где каждый может выбрать занятие по душе. От творческих мастерских до образовательных проектов. Здесь не ставят двоек, зато помогают поверить в свои силы. И, к слову, в центре открываются новые направления, и подробнее об этом месте нам расскажут наши корреспонденты. Зачем приходят в молодежный центр? Познакомиться с чем-то новым, поделиться своими идеями, найти поддержку и понимание, участвуя в различных мероприятиях, развивать свои таланты и умения. В этом году в молодежном центре города Нерюнгри начали свою работу новые клубные формирования. У нас работает кружок ProMedia. Это ребята, которые 2 раза в неделю занимаются тем, что учатся монтировать видео, готовить репортажи, брать интервью. У них есть свой куратор. Также у нас активно влились в работу и другие клубные формирования. Это театральная студия «Не верю», фитнес-студия джампинга «Выше». Это клуб любителей бачаты. У нас также идет набор на вокал. В этом году также стартовал проект «Арт-утро» для развития творческого потенциала участников. Это и многие другие мероприятия центра не ограничиваются возрастными рамками. Прийти может любой желающий. А тот, кто приходит в молодежный центр, хочет возвращаться сюда снова и снова. Я узнала о нем через своего дядю. Он мне преподает театральную студию «Не верю». Я сюда пришла первый раз, наверное, осенью в 2024 году. Вот, как раз на это занятие. Мне очень понравилось. Я потом стала сюда ходить на разные мероприятия. Летом работала, это был трудовой отряд подростков. У меня изменился вообще мой круг общения, потому что театральная студия, трудовой отряд подростков, вот это вот все, очень много друзей добавилось. Молодежный центр не только мне помогает в развитии, но и я сама помогаю в развитии нашего города. Все занятия в молодежном центре бесплатные. Специалисты центра дают возможность нерюнгринцам развиваться в самых разных направлениях. У нас 22 февраля будет первый кибертурнир по дисциплине FIFA 2025. Это первый турнир в этом году. 27 и 28 февраля у нас планируется проведение такого фестиваля здорового образа жизни, тоже на территории молодежного центра в преддверии весны. Хотим поговорить об осознанности, о том, как нужно бережно относиться к своему здоровью, какие привычки могут быть полезными, какие вредными. Вот это будет в феврале. Со 2 по 4 марта у нас будут большие коммунарские сборы, тоже первые на территории города. И также мы планируем на неделе с 1 по 5 марта провести еще и Орляцкий круг для наших совсем маленьких участников. Это первоклассники, второклассники. В молодежном центре можно также принимать участие в волонтерских проектах, осваивать образовательные программы и даже использовать площадку центра и помощь специалистов для реализации своих собственных идей. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Ну вообще, для того, чтобы развиваться и что-то
выражать в мир, нужно вдохновение. Вот мы предлагаем маленький кусочек вдохновения вам сегодня. Это хорошее настроение. Напоминаю, что в телеграм-канале есть возможность что-то интересное получить. Да. Для этого нужно сыграть нашу игру. Небольшую подробности этой игры, они уже там опубликованы. Просто заходите в закрепленном сообщении, все прочитаете, все увидите. В 2 словах нужно поделиться своей любовью к нашей программе в комментариях. Вот это будет такая полуподсказка, почему как бы подсказки быть не может, потому что все написано в Телеграме. Зайдите, переходите, прочитайте, подпишитесь и будьте всегда с нами. Ну, развитие и самореализация касаются, кстати, не только увлечения, образования, но и того, как мы выражаем себя через внешний облик, умение подать себя, подобрать одежду по настроению и случаю тоже часть личностного роста. И в рубрике «Мода и стиль» каждую неделю наш эксперт дает практические советы, как сформировать свои какие-то тенденции, тренды, свой стиль личный. И сегодняшний день не исключение, поэтому очередную порцию советов давайте посмотрим. Всем доброе утро, меня зовут Григорьева Екатерина, я персональный стилист. Сегодня я познакомлю вас с основными понятиями, рекомендациями касательно вашего гардероба. Начнем мы сегодня с основ, это с базового гардероба, который является фундаментом всех ваших образов. Итак, что же входит в базовый гардероб? В первую очередь это белая футболка, она у нас будет выполнять функции для контраста. Рубашка я рекомендую в голубом оттенке. Также какой-нибудь трикотаж. Я выбрала кардиган. Вы можете взять за основу джемпер, либо какой-нибудь свитер. Блуза на выход более базовая, которую мы можем носить на небольшие мероприятия. Дальше у нас идет костюм. Желательно более универсальным, на мой взгляд, является такой брючный в любом оттенке серого, черного, либо коричневого. Также у нас здесь юбка базового кроя, голубые джинсы и комплект спортивный, либо трикотажный. Смотрите, что вам больше подходит. И какое-нибудь платье на выход. Я выбрала такой вязаный с шарфом. Выглядит очень элегантно. Обратите внимание, что данный гардероб построен на капсульной основе, то есть каждый верх, который у нас имеется в этом списке, будет идеально сочетаться с низами. То есть мы решаем проблему такую частую, как нам нечего надеть. Мы можем закрытыми глазами взять любой верх, подобрать к нему любой низ и с уверенностью знать, что все это у нас прекрасно сочетается между собой. В данном случае мы можем футболку, как я и говорила, использовать первым слоем, наслаиваем на него рубашку. Если вы любите многослойность, также можно еще третьим слоем добавить пиджак. Итак, мы рассмотрели самый простой базовый гардероб. Не забывайте, что он может быть более интересным, ярким. Все зависит от вас и ваших пожеланий. До новых встреч! Есть над чем задуматься, ну а если после разговоров о стиле и саморазвитии хочется просто отдохнуть и погрузиться в другие истории, самое время заглянуть в нашу киноафишу. Какие фильмы выходят на этой неделе и что стоит увидеть на большом экране, расскажем прямо сейчас. Смотрите в кинотеатрах с этого четверга. Мультфильм для всей семьи «Мечтай по-крупному». Анимационная спортивная комедия про маленького козла по имени Уилл. Козел Уилл Харрис получает уникальный шанс стать профессионалом в звероболе, контактном виде спорта, где доминируют самые большие и сильные животные. Его новые партнеры по команде не в восторге от того, что в их составе оказалась такая мелочь. Но Уилл намерен изменить спорт раз и навсегда. Большую часть жизни бегемоты проводят в воде. А если вдруг кто-то нападет, так на дне прячется. Кто же на такую малышку нападет? Следующая премьера – военная драма «Красавица» от режиссера Антона Богданова. Действие разворачивается в блокадном Ленинграде зимой 1941 года. Сотрудники зоопарка, сами находясь на грани жизни и смерти, из последних сил спасают бегемотицу по кличке Красавица.
В главных ролях Юлия Пересильд, Виктор Сухоруков и юный Слава Копейкин. Это история о невероятном милосердии и силе духа, которая тронет сердца и взрослых, и детей. Король и Шут. Целая вселенная, созданная из песен. А для поклонников отечественного рока стартует премьера мистической фэнтези-драмы «Король и Шут. Навсегда». Вселенная легендарной панк-группы оживет на экране. Сказочный мир гибнет под натиском мертвецов, воскрешенных некромантом. И только Горшок и Князь, разделенные смертью, способны его спасти. Главные роли исполнили Константин Плотников и Влад Коноплев, а компанию им составили Дарья Мельникова, Гоша Куценко и другие. 3 совершенно разных фильма на любой вкус и цвет. Выбирайте по душе и приходите в кинотеатры с этого четверга. Приятного просмотра! Ну а если вы сейчас в отпуске или собираетесь отдыхать, то помимо фильмов советуем вам посетить театры. К примеру, если будете во Владивостоке, то обязательно посетите один из главных культурных магнитов России — Приморскую сцену Мариинского театра. Уникальное здание в форме куба с панорамным остеклением на мысе Чуркина. Приморская сцена Мариинского театра – один из самых современных театров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Театр спроектирован по образу оперы театра в Каяне. В здании расположено 3 подземных и 7 надземных этажей, 14 лифтов, в том числе 2 грузовых. В театре 20 гримерных комнат. При создании интерьеров и оборудования использовался детальный акустический проект. Большие карманные сцены позволяют монтировать декорации параллельно ходу спектакля. По оценке экспертов, театр вошел в 10 лучших залов России. И теперь, не выезжая за пределы Дальнего Востока, можно услышать шедевры мировой классики в исполнении звезд с мировым именем. Ну, мы продолжаем тему театра. Вообще удивительно, да, что сейчас это направление, правда, является центром притяжения, также экскурсии, центра притяжения, в том числе в Якутск, кстати. Ну, мне, кстати, больше всего в театральной истории нравится то, что хоть я и сам не прям такой любитель театра и так далее, что театру сколько предвещали с выходом кинематографа и так далее, что все, театры забудутся, они нет, они живее всех живых, потому что совершенно другие эмоции, совершенно другой вид искусства. Да, и это здорово. В преддверии Дня защитника Отечества еще одна важная театральная премьера. 21-23 февраля Сахатеатр имени Аюнского совместно с Русским драматическим театром имени Пушкина представит спектакль «Своя война». За постановку отвечает художественный руководитель Сахатеатра Андрей Борисов, а в основе спектакля пьеса драматурга Александра Седалищева. Эта работа не просто художественное высказывание, это пронзительная история о людях, о тех, кто сохраняет веру, о тех, кто в самых сложных обстоятельствах остается человеком. Особенная ценность пьесы в том, что ее автор знает тему изнутри. Александр Седалищев лично побывал в зоне событий в качестве волонтера. Его личный опыт, переживания и наблюдения легли в основу драматургического текста. Сегодня у нас в гостях в студии сам автор пьесы Александр Седалищев. Доброе утро. Доброе. Здорово, что у вас можно лично все спросить. Спрашивайте. Из первых уст, как говорится. Да. Ну вот, как мы сказали, в качестве волонтера в зоне проведения специальной военной операции вы были. Когда вернулись, сразу ли сели переносить все свои эмоции вот в текст драматургический, или история сначала внутри где-то варилась и решила вот выйти? Ну, если этот вопрос касается только написания пьесы, то пьеса, она зрела у меня там. Сюжет я нашел в 24 году еще, когда познакомился с одним из бойцов, который до сих пор там воюет. Его жизнь меня как-то вот зацепила. Он сам родом из Якутска. Но, конечно, я его личность раскрывать не буду. Он женился там на любимой своей женщине, которую он там нашел. И получилось, что половина того, что вот именно написано в самой пьесе, это жизнь этого человека. Угу. Ну вот в центре, получается, сюжета реальные люди, Хадара и Оксана, они знают, что они стали героями пьесы? Да, я ему отправлял, текст пьесы уже отправлял, но долгое время, пока ответа нету, он сейчас воюет в направлении Гуляй-Поля.
а там сейчас очень серьезные бои идут. Пока ответа нету, тем более, вот, насколько я осведомлен, Старлинки отключили, и на связь выходить сейчас довольно трудно. Ну вот говоря про содержание, да, как говорят, что пьесе ни капли выдумки, то есть все прям вот, грубо говоря, чуть ли не документально. А зрителям каково это будет смотреть, не слишком ли, потому что мы понимаем все-таки, мы говорим про какую-то серьезную, достаточно тяжелую, трудную историю, не будет ли тяжело зрителю? Но война все равно, это, конечно же, тяжело. Любое там чтение, фильмы и разные, наверное, и театральные постановки, все-таки это довольно тяжело, когда люди погибают и страдают. В общем-то, война — это сплошное страдание, конечно. А то, что там сюжет именно ведет к тому, что вот, чтобы понять, как вот зарождается патриотизм у человека, а любовь там еще, она вечная, она и на войне может быть. Ну и еще вот такое вот понятие есть, как очищение войной. Вот именно вот эти вот 3 кита, составляющих пьесу, я положил в основу. Поэтому, я думаю, она несколько, не то что там, скажем, страшная или еще какая-то, она должна натолкнуть зрителя к раздумьям. Что все-таки вот такие вот глобальные события, как война, они имеют многогранность, они очень много, скажем, последствий после этой войны есть. И в том же числе, например, такие положительные моменты, как очищение войной. Вот именно вот эти вот моменты я и положил в основу пьесы. Вдохновление очень сложный процесс, да, кого-то вдохновляет музыка, у кого-то личные переживания, личные события. Вот как рождаются ваши идеи, как они развиваются? Вдохновение. Наверное, надо быть эмоциональным человеком, чтобы в чем-то увидеть то, что можно положить на бумагу, да, под перо. Эмоции у меня есть. Я человек эмоциональный, я могу и малому обрадоваться, и от малого огорчиться, конечно, как говорят, да. Ну а то, что вот ищу вот сюжеты и в художественных своих произведениях, в очерках, все это я стараюсь брать из жизни. Практически все, что я написал на сегодняшний день, это 3 изданные книги. Сейчас вот готовлю 4-ю. 2-я пьеса вот ставится в Сахатеатре, да? Это все практически основано на событиях, на реальных людях и на том, какие я выводы для себя сделал. То есть на ваши оценки окружающей Да, жизни. конечно. Ну, вот спектакль ставят сразу в 2 театра, насколько мы знаем. Это очень-очень, да, меня радует. Да, с одной стороны. С другой стороны, как проходят репетиции, то есть если какие-то рассинхроны или наоборот, все так как-то едино идет? Да, здесь вот сразу скажу, что оказывается, я не знал, оказывается, артистов смущает присутствие автора на репетициях, да. Поэтому я как бы стараюсь туда не ходить и не смущать артистов своим присутствием там. Но и в то же время как бы я себя сохраняю для того, чтобы именно на премьере прочувствовать до конца игру артистов. Да. Вы как-то участвовали в подборе состава? Меня знакомили. Конечно, мое мнение выслушали, и я со всеми артистами познакомился. Мы и читали пьесу вместе, и как бы озвучивали. Ну, вот таким вот образом вот все это проходило. А вот на текущий момент можно уже какое-то мнение от, не знаю, работы артистов составить? Или все-таки, как вы уже сказали, что ждете премьеры, сильно не лезете, хотите просто прям насладиться моментом? Ну, в первую очередь, конечно, насладиться. Я сразу скажу, что театр для меня открылся после того, как я написал первую свою пьесу, да? А сейчас меня эта тема довольно глубоко интересует. Я стараюсь вот и посещать театры, и где бы то ни было, да, вот не только в Якутске. Ну, наверное, особенно даже не в Якутске, потому что московский театр — это, ну, тоже нечто.
Но, тем не менее, вот наш город, он театральный город, все так полагают, да, вот, особенно вот наши ведущие вот, театральные режиссеры, артисты, ну, в общем-то, есть на что посмотреть и чему удивиться. А в плане вот авторской тематики, вот получается, мы сейчас обсуждаем пьесу, которая, ну, основная тема все-таки военные действия. А единственная ли это тема, которая вас интересует, или все-таки еще в каких-то... Ну вот, если начать, ну, наверное, скорее всего, это можно назвать мужской темой, да? У меня художественная книга, которая издана здесь, «Аяр», сейчас называется, раньше «Бичик» назывался, издательство, потом «Вече», московское издательство. Они, вот эти вот сборники рассказов, повестей, они основаны именно вот на, скажем так, именно написано, даже можно сказать, для мужчин. Это жизнь простых, даже можно сказать, охотников, рыболовов, жителей небольших поселений, да, вот деревень, сел, которые попадают в разные ситуации. Ну, примерно вот так вот можно сказать. Ну, собственно, на этом, Александр, спасибо вам. Пожалуйста. Мы желаем, как бы, успешной премьеры, успешной конечно. премьеры, естественно, ну и творческих успехов дальнейших. Спасибо. Конечно, хочется услышать оценку, как... Ваши слова бы, да богу в уши. Все будет обязательно хорошо. Мы уверены, что эта тема интересует сейчас всех. Ну и, конечно, хочется потом с вами пообщаться, узнать, как вы оцениваете, да, работу. Да, сейчас мы перед, а вот хотелось бы потом еще и после. Хорошего вам дня в том числе. Ну а далее наши коллеги из информационной службы расскажут о последних событиях. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Якутия сохраняет лидерство по рождаемости на Дальнем Востоке и входит в топ-15 регионов России. Несмотря на общее снижение рождаемости в стране, в Якутии почти половина детей появляется на свет в многодетных семьях. Их насчитывается 34,5 тысячи, или это каждая пятая семья. А за 5 лет их число выросло на 15%. Этому способствует комплекс мер поддержки: республиканский материнский капитал «Семья», целевой капитал «Дети столетия», бесплатное питание в школах, льготы на ЖКХ и льготный доступ к учреждениям культуры, а также единовременные выплаты выпускникам. В республике осталось достроить 17 домов по программе переселения из аварийного жилья. По словам руководителя региона, эти объекты уже должны были быть сданы по итогам прошлого года, однако сроки ввода неоднократно сдвигались. По словам Айсена Николаева, основная причина сроков – недобросовестность подрядчиков. Контракты были подписаны, получено авансирование, но обязательства не исполнялись. В настоящее время достройку объектов ведут другие компании. В отношении подрядчиков, допустивших срывы, принимаются жесткие меры. Айсен Николаев сообщил, что по ряду домов прокуратура рассматривает вопрос о возбуждении уголовных дел. Якутия славится своей суровой зимой. В рамках 4-го этапа межведомственной акции «Безопасный лед» инспекторы центра ГИМС провели профилактический рейд в ледовых городах Якутска. Особое внимание уделили местам массового отдыха горожан на реке Ления в районе 202-го микрорайона и на озере Сайсары. Сотрудники МЧС призывают граждан неукоснительно соблюдать меры предосторожности во время отдыха. Рыбакам напоминают, что нельзя пробивать много лунок рядом, собираться в большие группы на ограниченном участке. При себе всегда необходимо иметь веревку и спасательный жилет, а также заряженный телефон для вызова экстренных служб. В настоящее время мы проводим мероприятия выездные по водным объектам, реки, водоемы, переправы. В связи с тем у нас проходит 4-й этап безопасности на водных объектах. Проводятся совместные рейды с разными ведомствами. Проводим профилактические беседы с населением на тему безопасности на водных объектах. В зимний период раздаем тематические листовки по безопасности населению.
В Якутске летом пройдут международные интеллектуальные игры, участниками которых станут школьники из 20 стран Азии. Площадками проведения станут не только столица республики, но и село Чапаево, родина первого президента Якутии Михаила Николаева. Игры пройдут уже здесь в 3-й раз. В рамках программы также планируется проведение международной исследовательской школы, специального проекта для ребят, увлеченных наукой и исследовательской деятельностью. Ну а в селах Якутии трудоустроят еще 18 земских тренеров. Прием заявок стартует в мае. Соответствующую информацию разместят на официальном сайте Министерства по физической культуре и спорту республики, а также в социальных сетях ведомства. На поддержку от государства смогут претендовать специалисты с высшим или средним профессиональным образованием, заключившие не менее чем на 5 лет договор на полный рабочий день. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. А прямо сейчас, как мы обещали, время игры, по результатам которой мы подарим билеты на спектакль «Своя война». Для участия нужно было подписаться на наш телеграм-канал и ответить под последним постом на простой вопрос: какая ваша любимая рубрика в передаче «Утро Якутии» и почему? Это может быть рубрика новостей, прогноз погоды, интервью, полезные советы или любая другая. Кратко объяснить, что в ней нравится. Достаточно одна-два предложения буквально там, да. что самое интересное. Да. И как бы сообщение сейчас, если что, в закрепленном находится. Можно зайти, чтобы не листать, просто нажать вот сверху, попасть ровно на это сообщение. Со вчерашнего дня мы ответ собираем, но это не повод думать, что раз уже не успели, то все поздно. До 18:00 ответы собираются, а выбирать будут генератором случайных чисел. Поэтому шанс получить билет есть абсолютно у всех. И мы вам всем для этого желаем удачи и желаем, конечно, хорошего дня, потому что на этом готовы с вами попрощаться до завтра. До завтра. Хорошего дня.